Коррупция! Долой! Как вы против закона? Долой коррупции в Ленинском районе! Долой коррупции, Ленин. Каждый год весной к нам приходят вот эти вот мародеры, вот эти вот аферисты, и каждый год мы обороняем свои земли. Мародеры это кто? Мародеры — это самозахватчики. Они хотят пашню застроить незаконным методом, понимаете? Мы обороняемся. И это происходит каждый год. С попустительства нашего главы в лице Бековой, Хайркуль Сардарбековой. То есть она дает повод, она дает возможность такую, да, вот таким вот аферистам, нечистым на руку людям, вот таким вот, в кавычках, дельцам, да, бизнесменам, незаконным методом застраивать наши пастбища. По сути, это бизнес, понимаете? На территории Ленинского Айлак-Мыту, а мы жители Ленинского Айлак-Мыту. То есть мы защищаем эти земли. Больше никто не защищает. Глава Ленинского Айлак-Мыту закрыла глаза, она абсолютно бездействует. Она типа делает вид, что там самозахват. Там абсолютно не самозахват. Там люди делали прокурорскую проверку. Я лично участвовала, прокуратура была. Вот Ижешка была, 5 человек мы были. Люди выходили, показывали постановление. Никакой не самозахват. Все постановления, мы сделали экспертизы. Все постановления фиктивные. А постановление откуда? Постановление Аламединского Айлак-Мыту на наших землях Ленинского Айлак-Мыту. Вот представляете, какой беспредел творится. Какой беспредел творится у нас. Спасибо. Счетчики стоят, люди оплачивают, дороги стоят, отсыпали, гравийные дороги, воду провели. Если это самозахват. Постановления у людей на руках. Липовые постановления, фиктивные. То есть территориально земля принадлежит Ленинскому Айлак-Мыту, а распределяется этой землей, подает постановление Аламудинского Айлак-Мыту своим. А где находится земля? Это в Ленинском Айлак-Мыту находится земля, а выдает Аламудинское Айлак-Мыту постановление. Вот такой бардак творится, беспредел. А где именно находится? Застраивает. Так, это вот объездная Алматинская есть, вот в том районе. И сельскохозяйственные земли полностью застраиваются. Все. Уже вот мы обращались в органы, в госструктуры всякие, то есть никаких действий нету. Это не связано с недавними митингами в селе Мыкан? Связано. Они приходили на эти земли. Почему именно туда приходили? Потому что уже часть застроена, люди видят. Их тоже можно понять, как это так, застраивается, да? Хотя это государственные земли, благородные, благодатные, чернозем. Там поли, все есть. Раньше принадлежал колхозу имени Ленина. Колхоз имени Ленина был миллионером. Представляете, какие богатые урожаи снимали. Сейчас они доказывают, якобы это не... В общем, хотят перевести в разряд богарных земель, чтобы это все застроить. Тут мы видим, что коррупция полнейшая идет. А рыночная система подведена. Все подведено к этим землям. Все, он поливается. Земля поливается. Поливная Ее земля. просто берут, не обрабатывают 3-4 года, и все. Потом выносят решение, как будто бы эта земля непригодная для засева, для посева. И этим занимаются Айлак-Мыту, да? Этим занимают, да, они способствуют этому, занимаются. Почему? Кто-то выдает фиктивное постановление. Постановление выдают задним числом, то есть на того человека, который умер уже давно. За 2009 год выдается. Хотя вот последние 2-3 года, 4 года вот эти постановления выдают. Почему мы вышли сюда? Мы жаловались и в прокуратуру, гостехинспекции, во все органы мы жаловались. Все спускают на тормозах, не принимают никакие меры. Мы подозреваем, что здесь все схвачено. Они друг друга покрывают. Им невыгодно, чтобы это все всплыло. Вот мы говорим, вот Матраимов, миллион, вот эти вот аильные вот эти вот аймаки, они вот это все мутят. Там миллионы крутятся. Только один, вот у нас несколько эпизодов.